Добрый вечер, дорогие телезрители. Пятничный вечер, в прямом эфире программа «Спортклуб». Да, и как всегда с вами Дарья Анкехова и Степан Посельский. И мы расскажем все самое интересное, что происходит у нас в республике в спортивной жизни. Сегодня мы поговорим с вами о таком интересном виде спорта, как парашютный спорт, а также поговорим с вами про спартакиаду учащихся Республики Саха, которая прошла буквально недавно. Да, которая завершилась буквально вчера. И в первую очередь... Поговорим именно о ней. И предлагаю посмотреть сюжет про закрытие спартакиады. Старт празднику детского спорта был дан на священной горе Чачур-Муран, где состоялась церемония зажжения огня спартакиады. В ней приняли участие именитые спортсмены республики, которые со словами напутствия передали факел их преемникам, победителям первенств России, Европы и мира. Огонь спартакиады прошел 13 этапов и дошел до главной арены республики, стадиона Туймада, где и было объявлено о начале спартакиады. На протяжении 4 дней юные спортсмены из 28 районов республики выявляли сильнейших в состязаниях по боксу, вольной и греко-римской борьбе, пляжному волейболу, настольному теннису, пулевой стрельбе, легкой атлетике и стрельбе из лука. В рамках спартакиады в спорткомплексе Дохсун прошли соревнования сразу по 4 видам спорта. Самые меткие участники оспаривали медали в пулевой стрельбе. В финале упражнения в ВП-4 развернулась упорная борьба, и судьба золота была решена в самом последнем выстреле. В решающий момент руки дрогнули у Вероники Шишаевой. В итоге она отстала от чемпионки всего на 2 очка. Но это не стало поводом для огорчения, ведь проигрывая, мы учимся побеждать. Это произошло чисто так. Я не ожидала сама от себя такого, я не волновалась, честно говорю. Нужно работать над собой, нужно бороться и, конечно, настраивать себя. В состязании по боксу завидную силу духа и целеустремленность продемонстрировала триумфатор весовой категории до 60 килограмм Мирангиз Джумаева из команды Якутска. Девушка уверена в своих силах и ставит перед собой самые высокие цели. Я буду поступать, я вот 9 класс закончила, поступаю во Владивосток, в училище Олимпийского резерва. Буду боксировать, вот скоро зимняя первенство России будет в ноябре, буду там участвовать. Я собираюсь попасть на Олимпиаду в 2024. Ну, отдам все силы, чтобы попасть. Действительно, именно такие соревнования становятся трамплином для молодых спортсменов. Это понимал каждый участник спартакиады, в том числе и Смира Шабиева из столичной команды, которая с результатом 13,2 секунды стала победительницей в забеге на 100 метров. Держать победу – это всегда трудно, всегда нужно учитывать предыдущие свои результаты и бежать намного лучше, чем было. И выполнить кандидатов в мастера спорта. Вот. Помимо легкой атлетики на арене Туймады прошли состязания по стрельбе из лука. В личном зачете победу праздновал Николай Семенов из Чурапчинского района. Нормально все. Я тренировался в Уоре, училище Олимпийского резерва. Только 2 дня. Но получил лук, только что привык. Полуфинал был очень сложный, но финал был легкий. По итогам 4 насыщенных соревновательных дней места спартакиады сложились следующим образом. В группе южных улусов первое место заняла команда Жиганского района. Среди северных улусов сильнейшими оказались кобяйские спортсмены. В группе центральных улусов триумфатором стала команда Хангаласского района, а среди промышленных улусов чемпионский титул завоевала команда города Якутска. Замечательный сюжет. Теперь мы знаем практически всю информацию о том, как прошла данная спартакиада. Но у нас сегодня в студии гости, которые расскажут об этом поподробнее. Да, давайте познакомимся. Наш старый знакомый и, конечно же, один из пропагандистов и популяризаторов спорта – это Юрий Владимирович Иванов. Он сегодня у нас в качестве главного судьи нашей спартакиады. Далее Арсен Никандрович Семенов, начальник отдела по проведению спортивных мероприятий Управления детского и юношеского спорта Республики Саха-Якутия. В общем, такое достаточно солидное и все говорящее, скажем, название, должность. И наши победители спартакиады, одни из, конечно же, многих, но ребята, которые показали себя наиболее ярко, одни из наиболее ярких наших спортсменов, это Алина Корякина, победитель комплексной спартакиады учащихся
по вольной борьбе, вы не поверите, да? И далее наш Николай Калачиков, победитель спартакиады в легкой атлетике, сразу в двух дистанциях 800 и 1500 метров. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Юрий Владимирович, первый вопрос к вам. Вы являетесь обозревателем вообще спортивной жизни республики уже давным-давно. И мы знаем, что данная спартакиада проходит не впервые. Насколько я знаю, уже в 20-й раз. Но в этом году она немножечко отличается. Вот объясните, почему. Отличается тем, что 19 раз спартакиаду проводило Министерство образования. И по тем переменам, которые идут в детском спорте, спортивные школы передаются из ведения Министерства образования, Управления образования в ведении Управления по физкультуре и спорту. И спартакиаду эту впервые проводит Министерство спорта Республики Саха-Якутия. Ну, Министерство спорта в лице Управления детского и юношеского спорта и подготовки спортивного резерва. Конечно же, уделено было со стороны Министерства спорта очень много внимания, очень много совещаний прошло. Судьи мы старались подбирать старших судей, одних из самых опытных. Ну, что у нас, я думаю, что получилось. И нареканий по ведению соревнований ни у кого не было. Нарекания были довольно значительные иногда не очень, были по положению. И мы на итоговом совещании договорились, что мы составим положение с учетом мнения федерации и тех видов спорта, которые будут включены в спартакиаду, а также с учетом обсуждения среди улусов и городов, среди управлений, среди специалистов, среди тренеров. То и есть в итоге, самое широкое такое, самое широкое обсуждение это положение будет, и в итоге это положение будет утверждено на коллегии Министерства спорта. То есть должно быть идеальное положение в следующих соревнованиях. Арсений Никандрович, ваше управление впервые, значит, да, вот провело столь масштабное мероприятие, 2300 участников, в финальной части приняло участие 900 только спортсменов, ну то есть еще тренеры и так далее, да, это большое действительно мероприятие. Скажите, пожалуйста, вот насколько, как вам кажется, вы справились с этой задачей? Ну, в течение 2017 года провели соревнования по 15 видам спорта. Финальные части прошла в городе Якутске. Всего в спартакиаде было разыграно 301 комплектов медалей по 15 видам спорта. Участие приняли 2304 спортсменов из 29 команд. 29 команд. Да, нашей Практически республики. все улусы, да, были охвачены. Да. Необходимо отметить, что принимали участие дети в возрасте от 13 до 17 лет. Верно? Да. Да. Ну и к ребятам, может быть, да? Вот, и как раз к ним давайте и перейдем. Здравствуйте, ребята. Ну, я, конечно, хочу поговорить с Алиной. Алина, довольна ли ты своим результатом и верила ли ты в свои силы? И вообще, как давно ты занимаешься спортом? Я занимаюсь спортом уже 3 года, больше 3 лет. И да, я довольна своим результатом. Ну, в этом году ты выиграла еще и Дальний Восток, да, и Да, вот Дальний Восток. спартакиада учащихся, ну, значит, хорошее начало, на следующий учебный год уже с большими планами тогда приступаешь. Ну, Алина, кстати, надо отметить, что вольная борьба, Алина, ну как ты вообще попала в вольную борьбу? Вот вроде хрупкая, маленькая девочка. Меня папа вдохновил. Я сначала посмотрела, потом я сказала папе, что хочу вольную борьбу. Потом так вышло, что я сначала просто ходила, потом уже не замечала и уже по этим. А папа по-серьезному. является спортсменом у тебя? Ну, он был в детстве спортсменом хорошим, и у него здоровье плохое, и он закончил. Ну, любит. Да. И теперь ты пошла по стопам отца. Ну, а как у нас Николай попал в легкую атлетику? Как давно? Ну, 2-й год тренируюсь уже. Как сюда вот в Якутск приехал учиться и начал тренироваться легкой атлетикой. А сам ты откуда? Сам родом из Вилюйска, села Садыбул. И ты доволен своими? Ну, конечно, доволен. У тебя 2 золотые медали, да? Да, доволен. Сам ожидал вот такого успешного выступления? Ну, в принципе, я был в себе уверен. Молодец какой, да? Да. А Алина, ты знала, да, что получишь золото? Да, я знала. Меня все поддерживали, я уже знала, что буду первой. Ну, Юрий Владимирович, вопрос к вам. Вот, ну, у нас ребята сидят золотые медалисты. А были ли какие-то открытия на данной спартакиаде и вообще какие-то, возможно, рекорды? Может быть, кто-то
получил у нас какие-то звания. Вообще, было ли какие-то открытия или все, в принципе, было спокойно? Были выполнения хороших разрядов. Разряд кандидат мастера спорта выполнили. Первый разряд выполнили ребята. И, в общем, надо сказать, что уровень детского спорта у нас в республике растет. Это доказывает тот факт, что в течение 2016 года, вот 2017 уже еще идет, а в течение 2016 года наши дети получили на официальных первенствах России, чемпионатах и кубках России намного больше медалей, чем в прошлые годы. То есть та работа, которую мы вот, начиная с первых игр Дети Азии, до этого вели, и планомерная работа, которая началась после перехода к нынешней ситуации, там же была разруха, и тренеров, зарплаты не было, а теперь уже вся эта работа дает свои плоды. И нужно сказать, что не только растет количество золотых медалей, но и становится у нас среди детей престижно заниматься спортом. Сейчас многие спортивные секции все заняты. Спортивных залов не хватает, катастрофически не хватает спортивных залов. При том, что у нас их достаточно много, да, по сравнению с другими регионами. Жесткая очередь, везде, во всех спортивных залах становится очередь. Ну, про это тоже замечательно знает Арсен Никандрович. Да, вот, скажите, пожалуйста, да, вот, вы проводите постоянно соревнования среди учащихся, да, вот скажите, вот какое видите вы развитие, да, вот, комплексной спартакиады, как вы думаете, вот в следующем году что будет еще? Ну, эта комплексная спартакиада будет уже в 2019 году. 2 года. Да. Ну, конечно же, вот такие вот спартакиады, соревнования для спортсменов, это как бы дает стимул. Это практически для всех учащихся это самая большая, самая вершина, скажем так, да, в республике. Подведение таких итогов, да, их Да, и выявление, конечно, выявление сильнейших, талантливых и одаренных детей. То есть такие мероприятия, они очень важны для вот именно для молодежи, для школьников. И, конечно, для них это и старты, возможно, и, возможно, конечно, перспективы будущее. Ну а на этом спасибо большое, мы благодарим вас. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, потому что после рекламы мы поговорим с вами далее об очень интересном виде спорта, такой как парашютный спорт. Да, не переключайтесь. Итак, дорогие телезрители, если вы только присоединились к нам, мы напоминаем, что вы смотрите в прямом эфире программу «Спортклуб». До ухода на рекламу мы поговорили про спартакиаду учащихся Республики Саха, которая уже завершилась. Ну а сейчас мы поговорим с вами о таком виде спорта, о котором, наверное, много кто знает, но мало кто осмелился и отважился заняться этим именно как видом спорта. Мы поговорим с вами о парашютном спорте. И вначале, перед тем, как перейти к нашим гостям, у нас есть викторина. Традиционная викторина в нашей передаче, за которую сегодня кто-то из вас может получить, ну, супер приз, сертификат на прыжок с парашютом. Итак, дорогие телезрители, если вы когда-то мечтали об этом, у вас есть замечательный шанс получить его прямо сегодня в нашем прямом эфире. Задача проста. Нужно будет ответить на вопрос, позвонив к нам по номеру телефона 42 38 97. А вопрос звучит следующим образом. Кто первым выполнил прыжок с парашютом на территории Республики Саха-Якутия, тем самым... Кто и когда. Кто и когда, кстати, да. Тем самым открыл вообще парашютный спорт в нашей республике. Кто и когда первым выполнил и в каком году выполнил прыжок с парашюта на территории республики. Мы ждем ваши ответы по номеру телефона 42 38 97. Торопитесь, время эфира ограничено. Да, также по этому телефону вы можете задать вопросы нашим гостям, с которыми мы с удовольствием вас и знакомим. Итак, ближе всех ко мне Игорь Михайлович Зданович, президент Федерации парашютного спорта Республики Саха-Якутия. Далее Мария Витальевна Андреева, парашютист-спортсмен. Далее Вадим Сергеевич Бакланов, президент Центра парашютной подготовки города Якутска. Вот у нас сегодня сразу 2 президента, больше, чем вчера на прямой линии. Да? И далее Виктория Викторовна Медведева, парашютист-инструктор. Добрый вечер.
Ну и первый вопрос будет к Игорю Михайловичу. Расскажите вообще, как давно появилась федерация в нашем городе? Сколько человек сейчас примерно занимается парашютным спортом? И вообще, насколько это да, популярно? Ну, скажем так, над популярностью мы работаем. Федерация появилась у нас с 2011 года, когда организовались спортсмены и решили, что нужно действительно действовать и как-то влиять на спорт. Вот. И занимаемся, работаем над этим. И привлекаете, самое главное, людей. Ну вот по вашим ответам я все-таки понял, что не так много, как вам бы хотелось, да, Конечно, любителей парашютного спорта. Но вот самый главный, наверное, вопрос вот людей, которых сейчас этим задаются, я думаю, что это насколько это дорого, насколько это накладно, насколько это, в общем, можно себе позволить, прямо сказать. Совершенно верно. Это довольно-таки дорогой вид спорта, и он тем и опасен, что он захватывает людей. Затягивает, да? Затягивает, да. И потом уже это все-таки... Потом уже все траты связаны практически с парашютным спортом, да. Значит, сейчас у нас прыжок с парашютом стоит по городу, вот, простой прыжок с парашютом на десантном куполе 5000 рублей. Это вот с подготовкой, с инструктором, с подготовкой, с полетом, с инструктором. Дополнительно только идет страхование от несчастных случаев. Вот, и все. Ну, для этого необходимо, конечно, предоставить минимум справку от психиатра-нарколога. По крайней мере. Про это мы еще поговорим. Поподробнее. Мы, наверное, спросим у Вадима Сергеевича. Вообще, ну, допустим, человек, ну, вот видел, да, эти прыжки с парашютом там, ну, в различных средствах массовой информации, читал, возможно, об этом. Что нужно сделать в первую очередь для человека, вот, который, в принципе-то, вроде бы отважился на этот поступок, и куда обратиться, какова вся процедура именно подготовки к этому, и вообще весь процесс, насколько он, ну, вообще времени занимает, и, конечно же, сил, затрат и так далее. Ведь желание это, по-моему, малая доля всего. Да, одного желания мало, нужно решиться, прийти к нам в Центр парашютной подготовки. Мы находимся по адресу 203 микрорайон, Ларионова 6, офис номер 6. Затем процедура такая. Человек заполняет анкету заявления, в которой он указывает все свои данные. Вот. После этого проходит обучение, которое занимает у нас не менее 6 часов. Мы дробим эти 6 часов на 3 занятия, по 2 часа каждое. После этого начинающие спортсмены-парашютисты, начинающие вообще парашютисты сдают зачеты, получают допуски к выполнению прыжка с парашютом самостоятельного. Угу. А следующий вопрос. Медицинские какие-то, нужны ли медицинские какие-то вот именно, может быть, ограничения у вас есть? И в любом случае медосмотр, наверное, какой-то минимальный... Медицинские, да, медицинские справки нам нужны. Мы просим, запрашиваем справки психиатра и нарколога о том, что человек, кандидат выполнить прыжок с парашютом, не стоит на учете. Затем... Как насчет каких-то, допустим, хронических заболеваний, возможно, там у кого-то, допустим, бронхит, влияет ли такие вот даже моменты вот на прыжок с парашютом? Давление, давление, тоже да, давление. Сердечная какая-то недостаточность. Вот насчет давления скажу так, что перед каждой прыжковой сменой все парашютисты, независимо от ранга и степени подготовленности, проходят доктора. Это непосредственно в день прыжка перед самолетом практически. Вот. Если у человека, естественно, высокое давление, медицинский работник его до прыжка в данную прыжковую смену не допускает. Да, понятно. Через все это вот совсем недавно прошла Мария, да? Мария у нас занимается... Вы только начали заниматься парашютным спортом. Насколько, ну, как вы сказали, 3 прыжка, да, вы совершили. С апреля начали парашютный спорт. И вот такой вопрос. Говорят, после первого прыжка действительно уже невозможно практически отказаться. Так ли это? Вообще, что вам в жизни не хватало, чтобы вы вообще пошли туда впервые? Я тоже самый психиатр спросил, на самом деле. Но это же другой вопрос. Знаете, я вот о чем хочу сказать. Вот действительно самое первое впечатление, но оно самое запоминающееся, и вот эти впечатления останутся человеком на всю жизнь. Если будешь ты дальше делать прыжки, не будешь, да? Ну, вы правильно сказали, они все-таки захватывают. Вот меня лично захватило, все, я уже как без этого не могу, уже вот 3-й прыжок прошел. И вот хочу сказать, на самом деле, нашим вот телезрителям, очень многие боятся. Это правильно, действительно. Человек не может не бояться, да, но вот все летают на самолетах, вы представьте, летите на самолете, а тут вам нужно из него выйти, не просто выйти, сделать шаг в никуда, шаг в небо, а это ни с чем не сравнимые эмоции на самом деле, поэтому, мне кажется, это должен каждый испытать. Ну, а так почему ты-то решила прыгнуть, с чего вдруг? Ну, на самом деле, это эпопея длинная, как смотришь, хотела, столько-то лет вроде бы, потом еще год прошел, еще другой, а в этом году так, взяла, пошла.
прыгнула, понравилось, не разонравилось. Вот боязнь высоты у вас была Ну, или вот нет? просто, да, многие люди действительно высоты боятся. Я вот высоты, оказывается, не боюсь. Нет такого, да, момента. И у меня еще возник вопрос. Насколько я знаю, первый-то прыжок сделаешь, потому что, ну, как бы назад пути нет. А вот во второй раз, зная о том, что ты уже пережила, прыгать куда тяжелее, нежели в первый раз. Я вам даже скажу, тяжелее, как вы выразились, третий раз, потому что во второй раз, так как первый раз особо ничего не понял, во второй раз ты уже понимаешь, а в третий раз ты уже знаешь, что ты понимаешь это. Это-то и есть самое интересное. А вот Вика у нас наоборот, да, уже достаточно опытный парашютист. Она обучает таких людей, которые всего уже является боятся. Инструктором, да. Вот какие первые шаги вы, что самое первое вы советуете начинающему парашютисту, начинающему спортсмену? Ну, я на самом деле советую сделать самое главное, самое первое, это взять телефон и позвонить. Да, вот, потому что очень важно, когда появилось желание прыгнуть, нужно взять телефон, набрать цифры, да, там, допустим, вот у нас всего лишь 2 номера коротких, это 25 58 48 и 25 88 48. У нас они есть и на страничке ВКонтакте, и можно найти на Z2GIS. Набрать цифры и сказать, что вот, потому что очень часто так и бывает, я хочу прыгнуть, и человек молчит. Я говорю, это же здорово, тогда приходите к нам по адресу. Нужно поддержать, да, инициативу такую. Потому что чувство страха, оно у всех есть. Даже мы, вот спортсмены, парашютисты, у кого там 100, 200, 1000, там 2000, все боятся. Страх это естественно. Страх, он помогает во время прыжка выполнять все правильные действия, чтобы с тобой ничего не случилось. Поэтому вот такие люди, как я, инструктора, мы как раз и обучаем. Что необходимо делать в определенных ситуациях, как правильно открыть парашют, как правильно отделиться от самолета, как правильно приземлиться. То есть для того, чтобы получить кайф, да, эмоции, вот это. И я вот вижу глаза своих, так сказать, подопечных, да, до того, как они пришли. И я потом вижу, наблюдаю их, да, вот в течение, когда мы приезжаем в прыжковый день, как они меняются во время занятий. И когда они уже совершают прыжок, я прям вот вижу вот этот восторг. Другие люди, да, совсем. Они всегда обнимают меня, говорят, Виктория, вы просто не представляете, как это здорово. Вот, обнимают, целуют. Но это все равно, это эмоции, это в любом случае эмоции. Конечно. А у меня вопрос возник. А бывают ли такие случаи, когда уже поднимаетесь в небо, и человек все-таки не отважился на этот шаг? Что в этом случае вы делаете? Все-таки как-то подбадриваете, так сказать, да? Либо да, бывают такие случаи, когда просто отказываешься, возвращаетесь обратно на землю, и вы даете еще один шанс. Или в этом случае вы уже больше, ну, не работаете с такими людьми, которые все-таки не смогли? Такие ситуации случаются крайне-крайне редко. В основном у нас люди выпрыгивают, выполняют прыжки с парашютом, да. Выпадают в основном, да? Нет, они сами выпрыгивают, не выпадают они. Вот. На моей памяти, а я прыгаю с 91-го года, отказников, ну, я имею в виду тех, кто отказался прыгать и совершил посадку на самолете обратно на землю, ну, наверное, человек 5 всего было. Да, у нас есть небольшое видео, давайте мы все говорим и говорим, давайте посмотрим, как вы это делаете. Ну, прямо дух захватывает, это мало что сказать. Да, Причем да. очень интересно было Я уже наблюдать передумал. за людьми, которые, в принципе, опытные в этом деле, да? Они все смотрят на свои же прыжки с огромным удовольствием и восхищением. Это очень интересно. А у меня возник вопрос. Самое главное ограничение по возрасту и по весу.
Мне кажется, это немаловажно, да? Да, Игорь Ну, Александрович. какие ограничения у По вас? возрасту, значит, прыжки совершают дети от 16 лет при разрешении одного из родителей. А максимума у нас как такового нету. Самое главное, чтобы человек чувствовал себя хорошо. Ну, и, естественно, когда придет, если это бабушка 96 и еле-еле волочит за собой ноги, мы, естественно, ее Хорошо, не а по пропустим. поводу веса? А по поводу веса от 48 и максимум 92. Максимум. Потому что идет То есть определенная загрузка кое-кому парашюта. придется скинуть вес, Да, да, если, очень если он хороший, сейчас кстати, вот да, хороший такой момент для того, чтобы стимул, сбросить вес. Плюс есть такая статистика, что во время выполнения прыжка с парашютом У нас, мы продолжим беседу, потому что у нас рекламная пауза. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Да, вот незаметно пролетел. Мы продолжаем прямой эфир программы «Спортклуб». И сегодня у нас очень интересная тема – это парашютный спорт. И в начале нашей программы мы объявили небольшую викторину для вас, дорогие телезрители. И у нас есть победитель этой викторины, и мы готовы с ним поговорить. Здравствуйте, добрый вечер. Обладатель сертификата на прыжок. Погромче. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы? Илья, я из Якутска. Откуда? Якутска. Из Якутска, да? А вы раньше прыгали с парашютом или нет? Нет, никогда. А откуда вы знаете ответ на этот вопрос? Отец, Замечательный и сложный, как нам казалось. отец рассказывал. Отец рассказывал? А отец прыгал? Да. Ничего себе. Итак, а вопрос звучал следующим образом. Кто первым выполнил прыжок с парашюта на территории Республики Саха? И когда это было? Самое интересное, что этот человек, он выполнил не в качестве спортсмена. Это, ну, раз вам рассказывал отец, наверное, вам проще будет рассказать. Скажите, пожалуйста, правильный ответ и в каком году это было? Ответ Аркадий. Аркадий Яров. И в каком году? В 43-м. 1943-м. Все верно, правильно. Да. Аркадий Яров прилетел к нам из Томска. Аркадий Яров, он сам из Москвы. Из Москвы. И да, мастер спорта СССР. Он обучал первых инструкторов. Это наших заслуженных летчиц тогда. И летчиков, и механиков. Они прыгали с парашютом. Готовили потом бойцов для фронта в 1943 году, которых они подготавливали там 2-3 прыжка и на фронт отправляли. Да, все замечательно. Поздравляем еще раз. Есть люди, которые знают такие интересные факты. Оставьте ваш номер телефона, мы с вами свяжемся и обязательно передадим вам замечательный сертификат. Да, мы поздравляем. Скоро вы прыгнете с парашютом. Вам повезло. Ага, спасибо. До свидания. До свидания. Ну а мы продолжаем нашу беседу, и до ухода на рекламу мы поговорили про ограничения возрастные и весе. И очень интересный факт, дорогие телезрители, оказывается, при прыжке с парашютом можно потерять вес, и достаточно серьезный вес. до 5 килограмм. До 5 килограмм. С чем это связано? Это связано именно со стрессовой ситуацией. Плюс, ну, парашют, он весит не 1, не 2 килограмма, вот они туда-сюда ходят. И все это в совокупности как раз помогает им потерять 4-5 килограмм. Причем некоторые девушки говорят, что я буду прыгать только потому, что я похудела. То есть это такая мотивация на второй прыжок, да, чтобы еще 5 килограмм скинуть. Хорошо, ну и давайте мы приступим, наверное, к практической части небольшой. Но открыть парашют мы у нас в студии не сможем, но хотя бы показать, что это такое, как это выглядит и с чего нужно вообще, помимо инструктажа, начать, да. Просим. Давайте мы расскажем коротко. У нас все парашютные системы, прежде всего, снабжены страхующими приборами. Это на тот случай, если по какой-то причине парашютист сам не сможет выдернуть кольцо парашюта. Вот это основной парашют. Здесь стоит прибор, который работает как по времени, так и в зависимости от высоты по давлению. То есть при прыжке парашют открывается автоматически? В том случае, если парашютист сам вручную не введет его в действие. На запасных парашютах у нас установлены стропорезы, вот специальные такие крючочки. Вот они такие. Теперь мы сейчас всех, наверное, окончательно И также установлен страхующий прибор, который сработает на высоте 300 метров. Это в том случае, если основной не сработает, парашютист там потеряет сознание. Много, да, То есть получается, да, двойной, как минимум двойной контроль, двойная безопасность. Потому что все-таки мы боремся за безопасное выполнение прыжков, и они у нас на первом месте. Итак, то есть начинающий парашютист одевает на себя
2 парашюта. Обязательно. Не Обязательно только 2. начинающий парашютист, любой парашютист. Я смотрю на Мария, нашу сколько это весит Вику и примерно? понимаю, сколько килограмм Много, да? это весит. Примерно сколько килограмм это? 17 килограмм примерно полностью система весит. Это не так много, потому что когда ты идешь в самолет, и готовишься к прыжку, готовишься к своему определенному заданию, особо как-то и не замечаешь этот вес, потому что перед тобой стоит определенная задача, ее нужно выполнить. Отлично. Значит, рассказываем далее процесс. В комплект каждого парашютиста входит защитный шлем. Вариантов несколько. Либо закрытый шлем, либо открытый. Это кому как удобно. Тот так использует. Обязательно на руки перчатки. Прибор для контроля высоты, высотомер. Естественно, стропорез, обувь. Обувь обязательно на широкой высокой подошве, на шнурках, для того, чтобы фиксировала гали на стоп. В принципе, все. Закрытый. Готовый парашютист, который сейчас парашютист вполне готовый. может Первый прыжок совершить для прыжок. начинающих. С какой высоты? Первый прыжок для начинающих они выполняют вот с такими парашютами юниор, высота 900 метров. Вот. Этот парашют открывается сразу после отделения. А вот видео, которое мы смотрели, да, с вами, там высота была очень приличная, насколько я понял, да? Да, на этом видео показаны спортсмены-парашютисты, имеющие уже несколько сотен прыжков. Как правило, для выполнения таких затяжных прыжков мы используем высоту 2,5-3 тысячи метров и выше. Это вот стандартная высота, да? Это в зависимости от задания на прыжок. У нас перед каждым прыжком выдается парашютисту задание, которое он должен выполнить в воздухе. Все-таки это спорт, это тренировки, надо как-то стремиться к чему-то, повышать Да, свой уровень. вы даже Вот об этом, делали там, да. да, акробатику и так далее. Вот да. об этом мы сейчас и поговорим. Присаживайтесь. Мы все-таки поговорили сейчас больше о любительских прыжках, а вообще для начинающих, о наличии экипировки и так далее. А вот мне бы хотелось задать вопрос Юрий Владимирович. Нет, Игорь Михайлович. Скажите, пожалуйста, по поводу спорта. Вот насколько развит вообще парашютный спорт у нас в республике? Есть ли у нас вообще спортсмены? Участвуем ли мы на каких-то российских Да, соревнованиях? какие ставите задачи? И вообще, в каких дисциплинах? Ведь это не просто прыжки. У вас есть прыжки, я знаю, чтобы попасть в определенную цель. Да, есть прыжки по выполнению каких-то акробатических. Да. Вот об этом поподробнее. Я так скажу, что в принципе порядка 10 дисциплин у нас это только связано с акробатикой. Значит, у нас прыжки на точность. Вот. И в этом году добавили дисциплины, это трубные полеты, то есть они стали теперь парашютными дисциплинами именно по полету в Управление куполом даже, да? Нет, Или нет? это свободный полет в аэродинамической трубе. Очень хороший тренажер для любых парашютистов начинающих, продвинутых. У нас есть наличие? Нет, к сожалению, мы этот проект продвигаем. Егор Афанасьевич в свое время обещал нас поддержать. И я надеюсь, у нас когда-нибудь появится, потому что на Дальнем Востоке вообще такого нет тренажера. Он чем хорош? Во-первых, он также и фитнес для населения. Какого-то развлечения, в принципе. Кому-то, да, поразвлекаться, но он как и фитнес, значит, то есть люди с лишним весом очень серьезно теряют вес в аэродинамическом тренажере. Да, еще один вопрос. Прыгнуть это прыгнуть, да, а вот надо же еще и приземлиться. Вот, Мария, как вам удалось первый прыжок? Вот у вас недавно был, поэтому вы помните, все замечательно. Насколько сложно приземляться? Вот, потому что скорость падения, насколько я знаю, ну, приземление, да, достаточно высокая, да. Это никак не падение, это действительно приземление. Приземление. Да. Ну, на самом деле, если выполнять именно все те, так скажем, инструкции, которые сказали нам инструкторы, то все будет очень-очень даже и неплохо, да. А скорость какая примерно приземления? 5 метров в секунду. 5 метров в секунду. Вертикальная скорость снижения под круглыми куполами. Там нужно определенные действия сделать, если их выполнить, то все будет хорошо. Все нормально. Да. То есть, а у меня еще один вопрос возник. Вот, ну, насколько я видела там в различных соцсетях, прыжки совершаются самостоятельно, то есть человек прыгает сам. Но есть же прыжки, когда вы прыгаете в тандеме с кем-то, да, то есть по 2 человека, с инструктором. Такое возможно или вы такое не практикуете? Здесь по Якутску пока тандем парашюта нет. Тандем парашюта, объясню, что такое. То есть инструктор к себе цепляет пассажира, и они вдвоем под одним куполом прыгают. Здесь пока еще нет. Мы документы подали на грант. Да, вроде как нам его утвердили. И все-таки в этом году мы планируем и уверены, что приобретем тандем парашюта, точим тандем мастера и будем продвигать именно тандем прыжки. Пока мы можем предложить 3 варианта выполнения прыжка с парашютом. Вариант номер 1 – это высота 900. Парашютист выпрыгивает, у него сразу наполняется парашют.
Вариант номер 2, тоже высота 900, он выпрыгивает, парашютист, у него выходит маленький стабилизирующий парашют, на котором он снижается 3 секунды, после этого выдергивает кольцо и выходит основной купол. И вариант номер 3, это прыжок с инструктором, у парашютиста, у начинающего свой парашют, у инструктора свой, но поднимаемся на высоту 1600 метров, инструктор берет этого начинающего парашютиста за систему, вместе выпрыгивают, инструктор его держит, снижаются 20 секунд, после этого инструктор сам выдергивает ему кольцо, убеждается, что купол наполняется, отцепляется, открывается ниже. Такой прыжок называется капля. Это сумасшедше. Даже то, как вы рассказываете, ваша интонация, она наводит просто страх. И я знаю, что у нас есть еще одно видео. Нет, у нас нет видео, у нас есть замечательные фотографии. И актуальный вопрос именно для нашей республики, да, вот с какого по какой можно у нас прыгать? Минус 50 это все-таки невозможно. Да? Насколько длится у нас сезон, и насколько я знаю, вам даже принадлежит рекорд, вы прыгали на полюсе холода. Да. Вот чуть-чуть расскажите, пожалуйста, вот про сезон. В этом году в Якутске мы начали прыгать с февраля месяца. Уже с февраля? С февраля мы начали прыгать. Температура была здесь порядка минус 27, минус 30, да, где-то так градусов. Мы начали прыгать. Конечно, при минус 50 прыгать никто не будет. Во-первых, техника парашютная не позволяет эксплуатацию при такой температуре. А во-вторых, самое главное, прыжок должен приносить удовольствие, а не обморожение. То есть, итак, вы начинаете прыгать с февраля месяца по... С февраля по октябрь. Вот мы видим, да, то есть зима, в принципе, не помеха? Не помеха. До определенной температуры? Да. А насколько это захватывающе? Вот есть ли разница прыгать в холодную температуру или все-таки летом? Конечно, есть. Есть разница. А когда проще для начинающих? Конечно, летом, да. Сейчас, мне кажется, летом попроще, даже интересней. На снег? Мягче приземление, да. Но я еще не видел ни одного недовольного перворазника, да, то есть парашютиста первоначального обучения в зимние прыжки. Все довольны, потому что все равно при выполнении прыжка выделяется адреналин, человек не замерзает на самом деле. Тепло. Не до этого, можно так сказать. Да, мы люди приземленные, и поэтому все время думаем, может быть, даже о пейзаже и так далее. А вы все время думаете о полете, да? То есть самое главное не погода вот за бортом, да, а вот состояние полета самое главное. Дождя не было. Все. А Нас спортсменов волнует только, чтобы не было дождя и сильного ветра. Все. Прыгаю, да, есть у нас разные упражнения в сложных метеоусловиях, простых метеоусловиях, там, днем, ночью, то есть это все практикуется. Ну, в общем... Ну, спасибо, дорогие наши гости, вы рассказали сегодня, ну, по максимуму, но время нашего эфира, к сожалению, ограничено. Да, можно было поговорить еще больше, наверное. Я думаю, мы встретимся в этой студии еще много раз. Просто к нам. Ну, на этом время нашего эфира подходит к концу. До новых встреч, до следующей недели. Всего доброго.